Добрый вечер. В прямом эфире программа «Новости». В студии Сайхан Цинцаев. И сегодня в выпуске. Их главная задача – побеждать. В Грозном чествовали лучших спортсменов республики. Личность, ставшая историей. Абдалла был старейшим действующим монархом в мире. В ночь на пятницу скончался король Саудовской Аравии. Проблема малышей решена. Открывается сегодня светлый новый детский сад. В Сунжинском районе открыто сразу 2 детских сада. Кому-то кризис, а кому-то шанс раскрутиться. Приобретено дополнительное оборудование для расширения объема и ассортимента продукции. У ГУПов появилась возможность реабилитироваться в условиях санкций. День, когда все мусульмане устремляются в мечети. Каждую пятницу верующие собираются в едином джамаате, чтобы исполнить свой религиозный долг. Все мирские дела принято начинать только после совершения праздничной молитвы. Коллективный намаз – это еще и возможность встретиться с братьями по вере, укрепить родственные и дружеские связи. В совершении русба намаза начал свой рабочий день Рамзан Кадыров. В окружении своих соратников и известных алимов глава республики прибыл в мечеть имени Мусы Дааева в Гудермесе. Богослов Адам Шахидов в своей проповеди рассказал верующим о жизни и качествах пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, который является примером для всех верующих. سيلا خيلدش دولشو غلا قيدا وحو سيلا خيلدش دولش غلا قشتع وحو ألا دال شيء بايمرة صوت أوغ خستين اسم ديل يلشان صلى الله عليه وسلم ويداخر حوسج تنداخر وعاميج تو باقن خيل باشبال مسوا كوك كربوين غلا قخ خز خيل دولش غلا قخ بزن بولش بايمرة صلى الله عليه وسلم شيء دوزلت شيء ناقوستش شيء لول خوشته مؤمنة خته مؤمنة بوش شين دو حال خيل باش بالش ناخته مسوا أغوره غلقته شقوا الخيل وشوال سيد وشوال إلشوي صلى الله عليه وسلم دوق بقري بانش لينتو سنجت بيش لينتو تن دو زلو لين بقي خيل باش بال بانش أسنجت مش По завершении проповеди имама прозвучала икама, призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили джума намаз. Аллаху Акбар. Молитва завершилась многократным восхвалением Всевышнего, обрядами тасбих и вирд. Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с руководителем администрации главы и правительства Магомедом Даудовым, прокурором Шарпуди Абдулкадыровым, министром внутренних дел Русланом Алхановым, начальником следственного управления по региону Сергеем Девятовым и начальником оперативно-розыскной части МВД Адамом Хаджи Арсалиевым. Здесь обсудили вопросы ведения борьбы с преступностью, в частности, с экстремизмом и терроризмом. Особое внимание уделили противодействию попыткам иностранных спецслужб вербовать молодых людей для участия в военных конфликтах на Ближнем Востоке. Кадыров подчеркнул важность тесного взаимодействия между всеми правоохранительными органами. Участники встречи отметили, что ситуация в Чечне стабильная и никаких предпосылок к ее осложнению нет, а для сохранения ситуации необходимо много работать. Рамзан Кадыров встретился с бойцами ведущих спортивных клубов республики. На торжественном приеме присутствовали как начинающие, так и состоявшиеся звезды спорта. Лучшим глава Чечни вручил ключи от квартиры, автомобиля, а также денежные премии. Подробнее обо всем Ахмед Джабраилов. Главного гостя собравшиеся встречают аплодисментами. Глава республики лично решил принять участие в чествовании спортсменов. В Гранд-холле Фирдаус собрались лучшие спортсмены Чечни, которые не раз покоряли мировые арены. Многие из них в минувшем году заняли первые места на чемпионатах и турнирах мира США, Европы и России. Также сюда были приглашены известные российские бойцы по смешанным единоборствам. Это ребята, которые проводят сборы в республиканском спортивном клубе «Ахмат» и тренирует Абдулкерима Эдилова. Всего здесь собралось 64 спортсмена. بعد
первый президент, герой России, Ахмад Кадыров, Войн Алабада, Шанов Чубама, Келала, Дейла, Шисадада, Тана Динха, Войн Матаха, Республика Беларусь, Войн Гушу, спортзал, экспорт, инвентарь, военный мероприятие Гушу. Да, Ахмад Весет, Вой, Тамка, Вой Мэрила, Вой Ханаш Гейт, قطع نفس قومه وحنس كولتوريا نوبيا سبورتا سلوسي كوتشس ستاليا وغايز وجنورس ومسكتيروس وميلو كوستوس داتشو موست جنرالي سالنا ماشا سيرنا ماشا ويسباتش إميربيا ويفعلوا ديوش ويمسيريتر رمضان وذكر برد ونصر وقتنا خاف يشكر دير خاف يشكر تدم إيش وي ريسبوبليكا رجعنا نشوف تلفون ابن عمل كثير دالير وجلوسي تشجيعه أما نسيم ويشكر تدم ويشكر دير شيء من البيادش وأساس وتعليش budget association ويفوندير أيمانس شون ديشتو صوبش دكا ناس ديشتو سناش تكر شوتر سيدنا ديريز. Глава республики поблагодарил каждого спортсмена, со всеми он знаком лично, всегда их поддерживает и следит за поединками. Сегодня в республике функционирует около 1200 спортивных объектов. Систематически физической культурой и спортом занимается более 400 тысяч человек. Я рад приветствовать наших гостей. Спасибо, что приехали. Спасибо, что проводили у нас сборы. Это для нас честь. Вы прославили нашу Россию, наш славный народ, государство Российской Федерации. Мы вас уважаем, любим и желаем вам всем удачи. На самом деле, спорт نحن نستغل بولا سبيود أتفقنا شو قرش وتيجينا هنا دنيا شاء ومصو أو ليش أو ده وبوما ومحكة ويدو بتشعر كاتبه أو بتشحضو تيجينا دو تكون شو نقول ديس شو دوج تعيشيات شو دونا خير شو بوصل دار ديالهم بيوقع شو ديجيتال دو تيقع شو تبارك الله شو بدوصل دايلا بارك الله أو دونا استني وعافر جنا أوشي ديستريكت تعسى أوشي إذا أوشي دوي دون تدير دون ناسنا إيش ديكنز قبل الصوت أو مثلا في بركة ديرس لا لا بقول داويل أتخيل أو كان داو بلوش أو دون ديك بوب في الأسلوب الجيرو دون أكثر من وش زال أكثر كيو دون زبور شوي تيجي زبور شوي دون استعدادنا كان دلوش تكو ديرو تدلوش دون أكثر بيحكي بيقول لي لا ده احنا دائما دونا مصورين هنا دول ده سويدون درا داونا شايف ليه ولا اغلب دونا اسمه ريزو ودي ريزو حتى ده ريزو ده يعرف الولد ده مصور بوجو مطلب ده دونا مصور اللي شو ديكم قاعد خيمه شجره ده لا. Не обошлось и без ценных подарков. Спортсмены были награждены почетными грамотами главы Чеченской Республики Абдулкериму Эдилову, Апти Аухадову и Хусейну Халиеву. Президентом регионального общественного фонда Аймане Кадыровой были выделены трехкомнатные квартиры. Магомед Бибулатов стал обладателем автомобиля марки Mercedes-Benz. Республики всем спортсменам за большие спортивные достижения вручаются почетные грамоты главы Чеченской Республики, а также из общественного благотворительного фонда и первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмада Кадырова вручаются квартиры трехкомнатные в городе Грозном Эдилову Абдулкериму Валерьевичу, Андрею Хамзатовичу, Алиеву Хусейну Сираждиевичу. Вручаются ключи от автомобиля Mercedes-Benz 212 Бибулатову Магомеду Хасановичу.
Остальным спортсменам вручили премии от 500 тысяч до 1 000 000 рублей. Денежные средства выделил региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Продолжился вечер концертной программы, в которой приняли активное участие и виновники торжества. Зажигательная лезгинка в исполнении звезд чеченской эстрады сопровождалась не менее зажигательными танцами спортсменов. Ахмед Джабраилов, Халид Мавсаев, Руслан Яхьяев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Из Саудовской Аравии пришла печальная весть. В ночь на пятницу скончался король Абдулла бин Абдель Азиз Аль-Сауд. Он являлся старейшим действующим монархом в мире. Абдулла взошел на престол Саудовской Аравии в 2005 году после кончины своего брата Фахда. О жизни и деятельности выдающегося политика Ясмина Гацаева. 91-летний Абдулла ибн Абдель Азиз Аль-Сауд был шестым королем государства и находился на троне с 2005 года. СМИ сообщали о госпитализации монарха с легочной недостаточностью еще в конце декабря. Последние недели жизни король лежал в больнице с пневмонией. В 2010 году он перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи. С тех пор ему сделали еще несколько операций. Сегодня в Эр-Рияде прошли похороны короля. Его тело будет доставлено в мечеть имама Турки бин Абдаллы в Эр-Рияде. Абдалла был старейшим действующим монархом в мире. В королевстве он заслужил репутацию осторожного реформатора, совместившего исламские традиции с потребностями современной экономики. Абдалла запустил программу по обучению молодых саудитов в западных университетах. Лично профинансировал строительство метро в Эр-Рияде. Занялся проблемой безработицы среди молодежи, либерализацией экономики для стимулирования роста частного сектора. После смерти Абдаллы королевский трон перешел к младшему брату, 71-летнему Салману. С декабря 2014 по январь 2015 года он и выполнял королевские обязанности. Трон займет его брат, наследный принц Салман. Смерть Абдаллы уже отразилась на нефтяном рынке. После новостей из Саудовской Аравии цены на черное золото подскочили на 2%. У короля были дружественные отношения с Россией, а после визита в Саудовскую Аравию Ахмата Хаджи Кадырова в королевстве и вовсе заявили о том, что для развития связи двух стран нет никаких преград. Первый президент Чечни был своего рода связующим звеном между Россией и арабским миром, а этот курс продолжил и Рамзан Кадыров. В 2007 году именно по приглашению Абдаллы ибн Абдель Азиза, глава Чечни, вместе с делегацией впервые в истории российских мусульман смогли побывать внутри Каабы и принять участие в церемонии омовения святыни. Король даже подарил Рамзану Кадырову веник, которым очищал Каабу. После практически каждый год король Саудовской Аравии выдавал Чеченской Республике разрешение на посещение святыни мусульманского мира. Сегодня глава Чеченской Республики на своей странице в Инстаграм выразил соболезнования семье и всем саудийцам в связи со смертью монарха. В связи с кончиной короля в Саудовской Аравии и в ряде мусульманских стран объявлен 40-дневный траур. Лидеры ближневосточных государств даже покинули Всемирный экономический саммит в швейцарском Давосе, чтобы принять участие в похоронах короля Абдаллы. Соболезнования народу Саудии продолжают поступать из разных стран мира. Ясмина Гацаева, Тамерлан Арсунукаев. Новости. Масштабная акция против изображения карикатурно лучшего из людей прошла в Ингушетии. Сотни людей пришли в Насыркортовскую мечеть, где после совершения пятничного намаза они решительно осудили действия карикатуристов и политиков, прикрывающих их безнравственные поступки разговорами о свободе слова. В знак солидарности с братским ингушским народом Рамзан Кадыров отправил в соседний регион чеченскую делегацию во главе со своим помощником Адамом Джавтахановым. В его состав вошли и другие известные религиозные деятели. Все они в один голос заявили, что свобода слова, позволяющая глумиться над религией, оскорбила чувство верующих. إيمان دلز وشون مصر تدعو شهكته ويلش صلى الله عليه وسلم سيسز وإشمل وردي الله دار شيء يلش تيلع من شولق وقشو صلى الله عليه وآله وسلم. Эти сила вождя сил водой ловушкина. Ишта вайкузу бежли галги. Дерья штейсан ваши дылцуна ба'да вождя что яшел
شووش كيستيو في صندوق كدينا إيش نوصي شورا شورا تووش كلا وحدا كان دوا نبغى حدا وشناها أوتا وينو أيونس بوس تيجعلوا بلا شو عيد ويبدو يوم رسا شو بيعملوا ألا بارجع 20 ساعة ألا 10 ساعة بارجع شو هو المينيستر ورسي وش نفسه سيادة ولتنا سيادة ولا دكونا أرع بيصير بركنا شلام مسكال دخليش طلبوا ديرة وتعدي حدا إحنا بعض الشيء مل دول غيرشيت و طيب وش ده أفكار سؤال دول منا رمزنا ويمر بعض ده سلمى شلتنا وش كيش الله شو عاوز يبغى سو هاوس نادو نتوش تو الله شو يد سو إيش متى ودنيا لبويش تعود توصل الله أكبر سو أقناع بوارشوا خات إرجبيخ كون خسخيتل وسمق دامل أخان كشنا أخان بركل آل يرش حباخ كتاجو بركل آل رسولش الله وأخان ديكن بيخ بوتن آل از أخان زحمة الله شدي نوخشتي يقي يقيول يولش از يوم نيت قواچو بولش تداوات ودنيا الله أكبر. По завершении акции ее участники прочитали дуа, прося Всевышнего о помощи, мире и благоденствии для всех мусульман. هربوه وشخت وهنا محتوخش داق تكبيرات داقوش ديلز أي قشة هربوه خزبرنا داق الله دال دقنس بيقم ويفتش عنا بويلا داق نقشي شوحة كترج أو دق داق لا يسول يوح داق غلي ماكاحة داق دق داق لا يسول هندي إذا شابي مر أمة خلري تري يلسن ترحجه مريد خلري تري يلسن ترشيخ وهو غلي ماكاحة لا تندق داق دون يهودا دون أجي إبا عن درشة سو دين خل درشتال دعوة سو بين خل باش بالقيقم بعن درشتال غلي ويجري خله ويدين ويجري خل دهيتين بوهرشة تخن أس إلسن حاجة درشتال جرجل وقيج عادشة خلال داقش داك نادو ديل إلشن أمة صلى الله عليه وسلم درشتال جرجل وصودا قش عادش داك نادو بسخل وجه الله دا صبرت بولوي. Жители Дагестана не позволят оскорблять святыни ислама. Свой протест против попыток французских карикатуристов опорочить лучшего из людей, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, дагестанцы выразили после совершения рузба-намаза в центральной мечети Махачкалы. В нем приняли участие около 15 тысяч человек. Среди них и представители Духовного управления мусульман, члены Совета алимов, а также глава республики Рамазан Абдулатипов. После коллективного намаза верующие прочитали салаваты и нашиды, выражая свою любовь к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. В конце встречи собравшиеся прочитали дуа, прося у Всевышнего милости всей мусульманской умме. Подобные случаи, они должны для нас служить в первую очередь еще большим возвращением, укреплением своим, утверждением своим на пути Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. А что касается тех людей, которые осмеливаются, то за них нам не стоит беспокоиться. Всевышний Аллах сам позаботится о них. Их участь известна всем. С первого дня появления пророков, алейхимуссалату вассалям, их враги терпели всегда крах, поражение, унижение, гибель. Это все неизбежно, если они не сделают таубу. Мы не должны идти на эти провокации. Нашим ответом является нашей молитве. Нашим ответом является восхваление нашего пророка Мухаммада. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова взялся помочь в лечении Умара Кутузова. Его мама Рукият рассказала, что 2 года назад сын пострадал в результате взрыва. С тех пор молодой человек побывал в стенах ни одной больницы. Ему пересадили донорский глаз. Сейчас сын нуждается в протезировании. Проблема очереди в детских садах в Сунжинском районе уже не существует, она полностью решена. В муниципалитете заработали сразу 2 дошкольных учреждения, они смогут принять 160 детей. О долгожданном открытии репортаж Елизаветы Чапхановой.
Сегодня праздник у ребят. Собрались как на парад. Открывается сегодня светлый новый детский сад. Детский сад Шовда рассчитан на 80 мест. С детьми здесь будут заниматься квалифицированные воспитатели, логопед и психолог. Самое главное – это педагогический коллектив, я считаю. Это, конечно, дошкольно-образовательное учреждение, но тем не менее люди, работающие с детьми, должны быть настоящими педагогами. Пользуясь случаем, я бы хотела выразить от всех родителей искреннюю благодарность главе нашей республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, Зарган Кадыровой и всем тем, кто принял участие в строительстве, создании этого сада. Бел Ресхай Масана Даггар. Торжественно сегодня открылся и детский сад в районном центре. Он также примет 80 детей. Большая игровая площадка с каруселями и дорожками для прогулок понравилась не только детям, но и взрослым. Открытие этого садика я, наверное, как и другие жители этого района, очень ждали. Так как я родительница, и для нас знать, что есть в районе такое учреждение, в которое мы можем смело отдать своего ребенка, с которым будут заниматься специалисты, непосредственно всех профилей, я так поняла, я узнавала. Для меня это очень большое, как для любого человека в этого района, да, это очень радостное событие. Детские площадки впечатлили и гостей, которые высоко оценили созданные условия. То есть во исполнении майских указов президента Российской Федерации мы должны обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это значит, что в республике не должно быть детей в очереди от 3 лет. На сегодняшний день с вводом в эксплуатацию этого детского сада в Тунджинском районе полностью будет решен этот вопрос. И этот район станет одним из первых, где этот вопрос будет решен. Сон хочу бог бегал белхой царах позурбахер вот дерек беш царах ой пачана заргана хуз камал хак чана шуно масана дерес хила лада дайбертиэль. Строители действительно постарались. В новом детском саду светлые и просторные игровые комнаты, спальня и столовая. А множество игрушек не дадут соскучиться малышам. Елизавета Чевханова, Султан Умаров. Новости. Продолжаем выпуск. В этом году вступили в силу изменения в налоговом законодательстве. Теперь индивидуальные предприниматели будут платить земельный налог на основании уведомлений. Они освобождаются от уплаты авансовых платежей. Также введен дополнительный налог с продаж для бизнесменов, открывших свое дело в 2015 году. Обо всех изменениях расскажет Луиза Батыжева. Штраф 50 тысяч рублей за занятие бизнесом без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Такой законопроект рассматривают в Госдуме страны. Если депутаты его одобрят, сумма наказания увеличится в 25 раз. Таким образом, депутаты хотят поддержать легально работающего бизнесмена. В Чечне выявлено более 300 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без постановки на налоговый учет. Без постановки на налоговый учет, она называется уже незаконной. Вы несете, то есть нарушители несут ответственность по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть штраф от 500 до 2000 рублей. Но сейчас наш телезритель может улыбнуться, сказать, подумаешь, там какая небольшая сумма. Дело в том, что Госдума рассматривает новый проект закона, который, по нашим данным, будет доведена эта сумма штрафа до 50 тысяч рублей. Помимо повышения штрафов, они предлагают конфисковать изготовленную продукцию, орудия производства и сырье у незарегистрированных предпринимателей. Также бизнесмены должны своевременно оплачивать страховые взносы, потому что задолженность по фиксированным платежам негативно отражается на экономике региона. Если даже сегодня трудно им платить эти страховые взносы, то в будущем при назначении пенсии эти страховые взносы будут играть очень важную роль, потому что будет зависеть размер будущей пенсии. В случае неуплаты страховых взносов за каждый день просрочки будет доначисляться пени. 1/300 ставка рефинансирования, 8/25. Это ежедневно будут эти пени начисляться в зависимости от размера недоимки.
Размер страховых взносов в этом году составит 22 261 рубль. Расчет суммы осуществляется от дохода индивидуального предпринимателя и минимального размера оплаты труда, который в 2015 году составляет 5965 рублей. Представители пенсионного фонда проделывают огромную работу для выявления неплательщиков. В ходе рейдовых мероприятий они объясняют бизнесменам о необходимости уплаты взносов. Предприниматели должны добросовестно вести бизнес, неукоснительно соблюдая установленные законом требования. Об этом говорят и в прокуратуре республики. Также в условиях непростой экономической ситуации, сложившейся в стране, недопустимо взвинчивание цен на рынке, отмечают в прокуратуре. Луиза Батыжева, Мурад Эльбукаев. Новости. Для кого-то кризис, а для кого-то новые стартовые возможности. В связи с введением санкций на импорт у государственных унитарных предприятий появился шанс раскрутить собственное производство. Потребление местной продукции возросло в разы. Как работает в условиях кризиса, узнала Алевтина Банадыкова. За этим хлебом приезжают даже из соседних республик. Слава о нем разнеслась практически по всему свету. Сразу из печи он попадает на стол. Шатойский хлебозавод был основан 47 лет назад. В современных реалиях ему приходится нелегко, конкуренция большая. Однако истинные поклонники вкусного хлеба своим привычкам не изменяют. Знают, время и современные тенденции над ними не властны. Этот хлеб кушали наши предки. И теперь и мы, и наши дети очень любят. Вкус этого хлеба бывает очень особенный, не такой, как в Грозном. Агрокомбинат «Дружба» сегодня работает с прибылью. Среднесуточная выработка белого хлеба в это время года составляет 700 буханок. Лаваш и ржаной хлеб – 35 буханок. Особая гордость – коржики – 200 штук в день. И то их расхватывают буквально за час. Инвесторам приобретен транспорт для агрокомбината, для хлебзавода. Приобретено дополнительное оборудование к тому, что есть для расширения объема и ассортимента продукции. А для цеха розлива воды уже заказано дополнительное оборудование необходимое. По итогам 2013 года в республике функционировали 292 унитарных предприятия. Из них с прибылью закончили работать 87. Чистая прибыль тогда составила 29 437 рублей. Однако те, кто проработал в 2013-м в ущерб, в 1,5 раза больше – 139. Да и сумма убытков внушительная – 1 749 077 рублей. Вопрос прибыльности ГУПов поднимал глава республики еще в прошлом году. Тогда он отметил, за рентабельность унитарных предприятий отвечают министерства. И каждый руководитель должен этот вопрос держать на особом контроле. Мы сначала должны нейтральный убыток и прибыль, хотя бы самосодержание хотя бы предприятий, чтобы они работали, чтобы рабочие получали зарплату, чтобы они могли платить налоги, и правильно управленческие функции. В Министерстве сельского хозяйства работу после прошедшего совещания с главой усилили. Так, например, в 2014-м было выделено 53 миллиона рублей на погашение лизинговых платежей подведомственных унитарных предприятий. А на средства республиканского бюджета приобретены минеральные удобрения, семена и средства защиты растений. В ближайшее время улучшится и финансовое состояние большинства унитарных предприятий. Полагается списание части долгов и отсутствующего имущества. По состоянию на 1 января 2015 года в структуре Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики входит 134 сельхозпредприятия, обслуживающие 26 и промышленно 21 предприятие. По итогам работы 2013 года с прибылью закончили год 21 предприятие. Порядка 40 предприятий проработали без убытков. 800 гектаров заминированных земель в Шатойском районе, наследие, оставшееся после 2 военных кампаний. 571 уже разминировано, однако оставшиеся земли представляют собой огромный интерес, в первую очередь для сельского хозяйства. Осталось у нас там где-то около 200 с лишним гектаров земли, населенного в сельском поселении Харсиной. Там земли, черноземные земли, мы там планируем производство картофеля и других сельскохозяйственных культур. Вот сейчас думаем обратиться с новой заявкой для того, чтобы разминировали. В Птичниках Староюртовской птицефабрики сегодня тихо. Предприятие банкрот. Что осталось от неприбыльного ГУПа, так это кредиты в банках и задолженность по зарплате. Фабрика в период своего расцвета обеспечила местный рынок яичной продукции на 15%. Однако в последние годы рост производительности упал, а массовый падеж птицы усугубил положение. Однако есть ГУПы, которые сегодня работают без убытков, и прибыль их зависит от времени года. Например, цех по розливу воды агрокомбината «Дружба». Их продукция ничем не уступает импортной. Та же кола, тархун и лимон лайт, только шатойские. Летом объемы, конечно, большие бывают.
лишь бы успевать делать и доставить до города. В сутки в течение рабочего дня упаковок 500-600 мы делаем. 0,5, 1,5, 5-литровых. ГУПы сегодня – это реальная возможность для государства в условиях санкций, непростой экономической обстановки развивать собственное производство и наполнять рынок отечественной продукцией. Сегодня она составляет реальную конкуренцию привозным товарам. И не только за счет цены, но и, главное, качества. Левтина Бонадыкова, Муслим Типаев, Абубакар Абазов. Новости. Сотрудникам Курчалоевского отдела культуры представили нового руководителя. Ею стала Малика Артханова, ранее занимавшая должность директора детской школы искусств. Предыдущий руководитель Усман Юсупов не справился с поставленными задачами. Кадровые перестановки произошли в ходе совещания, на котором присутствовали министр культуры Хошбау Дедаев и глава района Идрис Черхигов. Подводя итоги работы районного отдела за год, Даев отметил, что пока они оставляют желать лучшего. Он призвал работников культуры лучше готовиться к республиканскому конкурсу «Синмехалш», повышать уровень представляемых номеров, вовлекать в работу местное население и авторитетных людей района. В завершении встречи новому руководителю вручили ключи от машины «Газель». Грозненский футбольный клуб «Терек-2» готовится провести первый весенний матч в Пятигорске против команды «Машук Кавказские минеральные воды». 20 января подопечные Магомеда Адиева вышли из отпуска и прошли медосмотр, а уже 21-го приступили к тренировочным занятиям на стадионе имени Белимханова. В команде на просмотре находится 15 новичков из Дагестана, Ставрополя, Осетии и Донецка. До возобновления чемпионата наша команда планирует провести 3 учебно-тренировочных сбора. 2 из них пройдут в Кисловодске, а 3 на побережье Черного моря. 29 числа уже более специальная работа у нас пройдет в городе Кисловодске, который продлится 2 недели. 2 недели, и там уже в двухразовом режиме будем работать. Плюс будут запланированы 3 контрольные игры у нас. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале Грозный.